Прошло всего 5 лет, а в этих домах уже невозможно жить, утверждают получатели квартир, дети-сироты в Покровске. Через год после заселения жильцы начали замечать, что качество домов оставляет желать лучшего. С какими проблемами столкнулись сироты и кто ответственен за строительство, узнавала Виолетта Засимова. 3 восьмиквартирки по улице Дачная строили в зимнее время. На все про все был затрачен 31 миллион рублей. Заказчик – администрация Улуса, подрядчик – Покровский завод базальтовых материалов. Торжественная церемония ввода в эксплуатацию домов состоялась в феврале 2013 года. Новоселы были на 7-м небе от счастья, но в первый же год им пришлось спуститься с небес на землю. Холод, стойкий химический запах в квартире, крыша начала протекать вплоть до 1-го этажа. Появились трещины на стенах, из-за слабой проводки горели электроприборы. Канализация у нас это практически основная, наверное, проблема. Она у нас постоянно бежит. Когда она бежит, стоит ужасный запах. От постоянных протечек канализации, канализационных труб возле нашего дома образовалось болото. Куда только не обращались жильцы за все эти годы. Даже писали письмо Путину. Приходили комиссии, проводили экспертизы, замеры, назначались ремонтные работы. Так, в 2016 году базальтовый завод дополнительно утеплил стены, которые, кстати, никак по-другому, как картонные, не назвать. Когда утепляли, вот сняли кровлю, а там базальт весь разрыхлился и упал вообще до низу. Там стена пустая была, из-за этого холодно было. На них невозможно прикрутить карниз или, допустим, там шкафы подвесить, потому что стены наши, они состоят из деревянного каркаса. В этом месяце истекает срок договора социального найма между жильцами и администрацией района. Далее идет приватизация квартир. Но сироты отказываются оформлять собственность жилья в домах, требующих ежегодного капитального ремонта. Надо или хороший дом построить, и эти дома вообще ликвидировать, как уже непригодные для жизни. И дать нормальные квартиры. Или как во вторичном рынке пускай дают квартиры. Почему так получается? Новые дома, даже 5 лет их нету, уже разрушаются. В свою очередь, администрация района винит самих жильцов в том, что они довели ситуацию до критической. Была озвучена сумма в 1 миллион 327 тысяч рублей. Это долг жильцов перед коммунальными службами. Именно из-за неуплаты по счетам эти 3 дома не хотят брать управляющие компании Покровска, вследствие чего возникают проблемы с инженерными сетями. Дома не аварийные, да, то есть в них жить не опасно. У нас есть акт Госстройжилнадзора, который вот выезжала и проверяла эти дома. И нельзя сказать, что в этих домах жить нельзя. Первый и единственный в Хангаласском Улусе опыт строительства домов для детей-сирот провалился. В чем причина? Застройщик должным образом не проконтролировал или подрядчик схалтурил. А может, нельзя было заселять дома только лишь сиротами? В любом случае, те немногие, кто продолжает жить в этих 3 злосчастных домах, несмотря на все имеющиеся с ними проблемы, не заслужили таких условий проживания. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус.